Автопарк Россельхозцентра выстроен в ряд, встречает нового члена семьи – Рубина. Желтая махина высотой в 3 метра, имеет удивительные параметры для своих размеров. Рамная конструкция с 6 независимыми подвесками, 4 ведущими колесами и 5-ступенчатой ручной коробкой от ВАЗ-2109. Имеет дизельный двигатель 75 лошадиных сил. И этого достаточно, чтобы 2,5-тонный агрегат уверенно чувствовал себя по бездорожью. Производители машин не забыли и о комфорте в салоне водителя. Умар Водилов 5 лет сидел за рулем предшественника Рубина. Машинист признается, разницу нового и старого поколения почувствовал сразу после первого пробного вождения. И разница эта в большей степени заключается в удобстве использования. Тут можно за месяц еще что так кондиционер слегка. Но основная часть эксплуатации будет проходить на полях, и главная ее функция – это иметь большую производительность в работе и качественно обрабатывать почву и растения. Размах крыла этого монстр-кара 24 метра, как его предшественника. Вот только объем бачка для жидкости на обработку здесь в 2 раза больше и составляет 1200 литров, что в свою очередь позволяет экономить время на заправке. Также дизельный двигатель потребляет меньше топлива, что делает его более экономичным. Но изюминкой этого агрегата является наличие датчиков GPS-навигатора. И эти были оснащены навигационной системой, то бишь параллельного вождения, чтобы не оставались огрехи там на полях. Чем характерно это, вот, в отличие от старых опрыскивателей, но на новых опрыскивателях стоят инжекторные опрыски, то есть они распределяют капли на квадратный метр, сколько им положено. Впрочем, Рубин может похвастаться своей производительностью в 300 гектаров полей за сутки, а широкие шины позволяют работать на полях озимой культуры, не нанося им вреда. Для межрядных культур у машины есть свой комплект колес, который поуже в 3 раза. Теперь любой желающий, имеющий фермерское хозяйство или ГУП, может нанять себе новый опрыскиватель или любую из 4 имеющихся машин для обработки или удобрения культур. Также в наличии у Россельхозцентра есть и прицепной инвентарь, который также будет полезен для наших сельхозтоваропроизводителей. То есть это работа на полях, и это и кукурузные силки, и зерновые силки, которые фермеры, ГУПы также могут нас арендовать и использовать у себя в хозяйстве. В деятельность Россельхозцентра входит оказание услуг в области растениеводства, а также в защите сельскохозяйственных культур. Имея свою лабораторию, они борются с вредителями разного вида. С новой техникой они теперь могут охватить 20 тысяч гектаров земли. Это 30% от всей площади республики. И они ждут в скором времени еще одну агромашину. Ожидаем, мы в ближайшее время получим еще один опрыскатель «Туман» 2М. И, я думаю, и для наших сельхозтоваропроизводителей это будет очень удобно, выгодно и, самое главное, и эффективнее, чем заказывать авиацию, чем обрабатывать авиацию, потому что обработка самоходными опрыскивателями, это уже мы знаем, это доказано, намного эффективнее. Филиал федерального центра уже заключил договоры со всеми крестьянско-фермерскими хозяйствами и государственно-унитарными предприятиями по всем направлениям в сфере Россельхозцентра. Они уже принимают заявки на предоставление техники на арендной основе. Михаил Тангиев, Адам Гулоев, Новости 24.